Программа «Пациент» в эфире. Здравствуйте! Сегодня мы решили поговорить о редких заболеваниях, которые встречаются в нашей стране. Современная медицина развивается, и сейчас многие заболевания, которые ранее считались неизлечимыми, успешно поддаются коррекции и терапии. Однако в мире и по сей день существует целый ряд физических и психических болезней, сложно поддающихся лечению. Многие из них встречаются чрезвычайно редко, а пациентов, страдающих ими, можно пересчитать по пальцам. Так какие виды редких заболеваний встречаются в нашей стране и как проходит лечение пациентов? Об этом далее. Так называемые редкие заболевания – это заболевания, от которых страдает небольшое число людей по сравнению с населением в целом. В связи с их редкостью возникает ряд специфических трудностей. В Европе заболевание считается редким, если оно встречается у одного человека из 2000. В России законодательно утверждена норма, по которой заболевание считается редким, если оно встречается у одного из 10 тысяч человек. Кроме того, заболевание может считаться редким в одном регионе, но являться распространенным в другом. Например, талассемия – анемия генетического происхождения, редко встречающаяся в Северной Европе, но распространена в Средиземноморском регионе. А периодическая болезнь редко встречается во Франции, зато часто в Армении. У нас в Абхазии встречаются редкие заболевания нервной и мышечной систем и другие. В Абхазии у нас и так около небольшое количество населения, но и эти редкие заболевания достаточно встречаются у нас. Но у меня есть пациенты, которых я много лет веду, много лет наблюдаю. Это пациенты с достаточно редкими заболеваниями и для других государств. Например, есть пациенты с порфирией, есть пациенты с амилоидозом почек, с периодической болезнью, есть пациенты с Меньковского шафара, то есть это микросфероцитоз. То есть это пациенты, которые и для многих других клиник за рубежом являются достаточно редкими, то есть их ведут определенная когорта врачей, которые знают, как с ними себя вести. И эти пациенты нуждаются иногда в дорогостоящей терапии, и наше Министерство здравоохранения всегда способствует приобретению этих препаратов. Например, если касается дела заболевания такого, как порфирия, это очень тяжелое заболевание, и при кризах порфирических они используют нормосанг. Курс терапии этого препарата стоит около 1 000 000 рублей, то есть это курс, который идет только на купирование именно криза. Поэтому мало кто из пациентов может себе это позволить, это достаточно сложно для семьи, поэтому Минздрав всегда идет навстречу и покупает данный препарат, и не только этот. Если наше здравоохранение не справляется, допустим, у нас нет метода исследования, который необходимо для этого пациента, допустим, это генетические анализы, потому что многие заболевания, к сожалению, выявляются не в детском возрасте, когда они могли быть коррегированы, допустим, и пациент получал бы адекватную терапию, а приходит уже во взрослом состоянии, когда мы имеем последствия, то есть осложнение данного заболевания. И нам нужны подтверждающие исследований, которых у нас нет, тогда мы пациентов отправляем за счет Минздрава в Российскую Федерацию на дообследование. И когда тоже консультируют генетики или другие смежные специалисты и дают нам рекомендации, то мы с удовольствием их выполняем и максимально помогаем пациентам. И наблюдаем. В своей практике мне доводилось сталкиваться с такими редкими неврологическими заболеваниями, как боковой амиотрофический склероз, болезнь Геттингтона, болезнь Вильсона-Коновалова, антифосфолипидный синдром, такое смежное заболевание с вовлечением других специалистов, миостения, синдром Гиена-Барре, болезнь Штрюмпеля. Это часть тех заболеваний, с которыми я в своей практике сталкивалась, которые можно смело причислить к редким. Это в Абхазии, и все эти диагнозы были подтверждены дополнительными методами исследования. Какие-то диагнозы были установлены окончательно в Абхазии с вовлечением медицинских лабораторий, как правило. Ряд заболеваний требовало подтверждения за пределами республики в силу отсутствия определенных методов исследования в нашем арсенале. К примеру, болезнь боковой амиотрофический склероз считается редким заболеванием, частота встречаемости 2-4 человека на 100 тысяч населения. Характеризуется мышечной слабостью и локальными атрофиями мышц. То есть пациент отмечает помимо слабости атрофию отдельной группы мышц на ноге, руке, туловище.
И очень характерной особенностью являются также мышечные подергивания. Непроизвольно дергается мышца, подергивание мышцы той или иной локализации, в том числе подергивание мышц языка. Вот та пациентка, которая сейчас пришла мне на ум, она пришла с жалобами вообще на нарушение глотания. Это было единственной основной ее жалобой. При этом она не придавала значения мышечной слабости или тем самым мышечным подергиваниям, которые были выявлены уже при осмотре. Диагноз был установлен клинически, и для подтверждения пациентка была направлена за пределы республики в Российскую Федерацию для проведения электронейромиографического исследования. Диагноз был подтвержден, и далее она уже наблюдалась в Абхазии по месту жительства. Заболевание носит тяжелый, неуклонно прогрессирующий характер. Существует препарат один, разработанный для лечения этого заболевания, но и он не обладает излечивающей способностью, лишь позволяет продлить несколько жизнь пациенту и замедлить прогрессирование, замедлить наступление инвалидизации пациента. На сегодняшний день наблюдаются от 6 до 7 тысяч редких заболеваний, а в медицинской литературе регулярно появляются сообщения о новых болезнях. В основном они ведут к инвалидности. Причиной же летального исхода может стать не само заболевание, а, к примеру, инфекционное осложнение. Понятно, что человек с таким заболеванием больше подвержен заражению инфекцией, поэтому пациенты с редкими диагнозами должны больше беречь себя. У меня наблюдается пациент, в течение 5 лет он уже наблюдается и получает специфическую терапию. Его единственной жалобой при обращении к неврологу было затруднение при закрывании рта. То есть ему стоило позавтракать, и он уже не мог поднять челюсть. Челюсть нижняя провисала. То есть вот эта минимальная нагрузка во время завтрака вызывала слабость жевательной и височной мышц. Пациент не мог сомкнуть челюсти. При этом пренебрегая тем, что у него приспущенные веки, тем, что у него есть еще общая слабость. То есть если бы не вот этот момент, он бы, возможно, и не обратился. На сегодняшний день диагноз установлен окончательно уже давно, был заподозрен изначально, пациент был дообследован с применением той же самой электронейромиографии, и на сегодняшний день он принимает препараты и ведет полноценный образ жизни, абсолютно социально адаптирован, трудоспособен, это сельский житель, который практически не ограничивает свою трудовую деятельность, несмотря на мои предостережения даже. Подавляющее большинство генетических заболеваний относятся к редким заболеваниям. При этом не все они являются генетическими. Существуют, например, очень редкие инфекционные аутоиммунные заболевания, а также редкие виды рака. На сегодняшний день причина многих заболеваний остается неизвестной. Редкие заболевания – это тяжелые, часто хронические и прогрессирующие заболевания. В нашем народе есть такая особенность, когда мы любим скрывать заболевания, которые имеются в роду. То есть это родовые заболевания, и может кто-то догадывался, что что-то не в порядке, допустим, да, но это скрывалось или просто не обращалось на это внимание. Потому что есть заболевания, допустим, если говорить о болезни Меньковского-Шафара, это микросфероцитоз, когда организм начинает разрушать эритроциты, наступает гемолитический криз. Это очень тяжелое осложнение, и оно бы не было, если вовремя была проведена операция по спинэктомии, удалению селезенки. Поэтому, если к нам попадают уже пациенты с симптомами, осложнениями этого заболевания, поэтому если бы в раннем возрасте этот диагноз был выставлен и это была проведена спинэктомия, то этого не было бы у данных пациентов. То есть это один из таких примеров. То же самое касается, допустим, периодической болезни или болезни Средиземноморья, иногда называется армянская болезнь. Это достаточно сложное заболевание, и его нужно диагностировать где-то в 3-4 года можно поставить диагноз, и тогда пациенты уже не придут с осложнениями в виде амилоидоза почек, там, хронической почечной недостаточности и так далее. Есть такой вашингтонский справочник терапевта, написано: редкие заболевания встречаются очень редко. Поэтому даже обращаясь первично к врачу
с какими-то симптоматикой, да, доктор может не понять, что происходит. То есть это достаточно должно быть в тандеме врач и семья общаться для того, чтобы доктору пришло на ум, что это какое-то редкое заболевание, какое-то, может быть, генетическое, и какое-то нужно дообследование. Поэтому надо тщательно собирать семейный анамнез и прислушаться к тому, что говорят родители. Поэтому, это однозначно, здесь очень много от родителей зависит, от семьи. Потому что если доктору не скажут, какая симптоматика, есть ли в роду какие-то заболевания, то доктору достаточно сложно к этому прийти. Он придет, наверное, к этому, но это займет достаточно определенное, долгое время. С болезнью Гентингтона у нас наблюдается пациентка. Это тоже тяжелое прогрессирующее неврологическое заболевание, основным проявлением которого являются двигательные нарушения, когнитивные и психические. В чем особенность? В том, что дебют приходится на молодой возраст. И это также инвалидизирующее, ограничивающее жизнедеятельность заболевание. Двигательные нарушения сводятся к развитию хореи. Болезнь Гентингтона иначе называют хореей Гентингтона, потому что это то проявление, которое в первую очередь бросается в глаза, и то, на что обращают внимание окружающие или сам пациент, что побуждает его обратиться к врачу. Это очень специфические нарушения движений, которые проявляются в виде нерегулярных, хаотичных, крупноразмашистых движений руками, ногами, порой головой по типу удара током. То есть абсолютно внезапное такое крупноразмашистое, высокоамплитудное движение. И, к несчастью, к этим двигательным нарушениям обязательно присоединятся когнитивные и психические. То есть на основе нейропсихологических шкал мы оцениваем этот самый психический статус и когнитивный статус пациента. То есть мышление страдает, память страдает вплоть до уровня деменции. А речь идет о молодых людях. Вот так довольно драматично может развиваться заболевание. Есть такая пациентка. Это молодая девушка, весьма успешная. И порой бывает сложно озвучить пациенту диагноз, потому что мы никогда не преследуем цели скрыть. Пациент должен быть осведомлен о своем диагнозе, пациент должен понимать хотя бы ориентировочно о прогнозе, должен понимать, как он может модифицировать свой образ жизни, чтобы качество жизни страдало меньше. Должен в обязательном порядке взаимодействовать с врачом. Доверие должно быть полное. Признаки многих редких недугов могут наблюдаться уже при рождении или в детстве. Однако более 50% таких болезней появляются в зрелом возрасте. Например, болезнь Хантингтона, Крона, Шарко-Мари-Тута, боковой амиотрофический склероз и так далее. У многих пациентов после определения диагноза развивается депрессия, что существенно снижает эффективность лечения. Им в этом случае необходима психологическая помощь, но некоторые прибегают к народным способам лечения, что врачи не рекомендуют. Мы немножко по-другому гиперболизируем это понятие. Цвета, вот мне рассказывала моя бабушка, которой было почти под 90 лет, когда она ушла из жизни. Цвета назывались детские инфекции, которые шли с повреждением головного мозга, когда развился энцефалит. Это та же корь с энцефалитом коревым, ветряная оспа с повреждением тоже головного мозга, когда начинались какие-то такие психотические расстройства, вызванными детскими инфекциями. И тогда подход этого народного целителя был абсолютно прав. Это ограничение посещения. Допустим, только люди, которые переболели этим заболеванием, имели право заходить к данному пациенту, они понимали, что он заразен. Это был охранительный режим, они вешали занавески, потому что светобоязнь один из симптомов этих инфекций, а также делали только то, что приятно человеку, правильно? То есть это был абсолютно правильный подход в эпоху до препаратов, до лекарственной эпохи. А сейчас мы можем себе позволить, к счастью, лечить многие заболевания или профилактировать при помощи вакцинации. Поэтому в понятии долекарственное — это совершенно другое заболевание, а сейчас мы его расширили, то есть они туда же входят заболевания, как они считают народные целители, то это психотические расстройства, шизофрения и так далее. Но с точки зрения истории медицины, тоже нетрадиционно, все же это было немножко другое. Поэтому обратитесь сначала к врачу.
посоветуйтесь с ним, а дальше уже будете выбирать, кому вы будете больше доверять. Они прибегают к этому, потому что не знают, что делать, вот честно говоря. Они пытаются помочь своему родственнику так, как они это умеют. И иногда у нас все-таки они прислушиваются к тому, что сосед сказал, там какой-то человек на остановке там, автобусной сказал, посоветовал, вот у моего было так же, а вот ему помогло. То есть они от безысходности туда обращаются. Но я думаю, что бы ни было это, да, это там какое-то психическое расстройство там, или какое-то временное, какие-то изменения, просто посоветуйтесь с врачом, а уже дальше будете поступать так, как вы считаете нужным. Для большинства редких заболеваний нет лекарств, но при симптоматическом лечении и профессиональном медицинском уходе можно улучшить качество и увеличить продолжительность жизни пациента. Врачи рекомендуют избегать стрессовых ситуаций, но в современном мире это сложно сделать, да и пандемия коронавирусной инфекции не прошла бесследно, оставив после себя немало последствий. Хотя коронавирусная инфекция была давно известна и считалось, что изучена, но новая коронавирусная инфекция открыла нам новые грани нашего организма, стала тем самым пусковым механизмом также для целого ряда заболеваний, в том числе неврологических. Тут не могу не упомянуть об антифосфолипидном синдроме, мне кажется, это было бы интересно услышать аудитории. Это довольно редкий синдром, аутоиммунный, который обусловлен развитием артериальных и венозных тромбозов и патологией беременности. Вот такие особенности заболевания. Он может быть как самостоятельным заболеванием, так и протекать в совокупности с другим аутоиммунным заболеванием, наиболее часто системной красной волчанкой. Вот этот антифосфолипидный синдром, как самостоятельная форма, нередко стал выявляться после перенесенной коронавирусной инфекции. И проявляется это зачастую асептическим некрозом головки бедренной кости, в том числе у совсем молодых пациентов. Я осведомлена о целом ряде ситуаций, когда молодые пациенты направлялись на эндопротезирование тазобедренного сустава. То есть это не какие-то возрастные изменения или посттравматические, как коксартрозы тяжелой степени, а именно развитие антифосфолипидного синдрома после коронавирусной инфекции. Помимо этого, этот же самый синдром подстерегает, создает опасность для развития ишемических инсультов у молодых, создает опасность вынашивания беременности, задержки внутриутробного развития, преждевременных родов. Такое очень многогранное заболевание, которое требует особого внимания с стороны врача, сталкивающегося с пациентом подобной клиникой, подобной клинической картиной. Почему на этом акцентирую внимание? Потому что когда есть диагноз, лечение все-таки более прицельно, оно более эффективно, можно сказать. Когда оттягивается постановка диагноза, к сожалению, мы можем столкнуться уже с осложнениями, которые, возможно, было избежать, установив диагноз ранее. Вот, то есть есть какие-то звоночки, которые мы обязательно должны помнить. И пациентов тоже нацеливать на то, что если организм сигнализирует о каком-то неблагополучии, лучше своевременно обратиться к врачу и определиться с первопричиной того или иного сигнала. Люди, страдающие редкими заболеваниями, сталкиваются с одинаковыми трудностями в установлении диагноза, получении соответствующей информации и надлежащего направления к квалифицированным специалистам. Они более уязвимы в психологическом, социальном, экономическом и культурном плане. В странах с развитой экономикой таким людям оказывается существенная социальная поддержка от государства. Сами же они создают различные общественные организации, где оказывают моральную и иную поддержку друг другу. У нас в стране пока, к сожалению, этого нет. Пациенты с редкими диагнозами справляются с болезнью своими силами, но и государство по возможности оказывает им помощь. В большинстве случаев мы обладаем и способностью установить этот диагноз в пределах республики, за исключением вот той самой электронейромиографии и генетического исследования. Медицинские лаборатории сейчас оснащены очень хорошо, и они наше большое серьезное подспорье, и даже довольно редкие лабораторные исследования возможно выполнить на территории Абхазии. Коль уж диагноз установлен, то практически все
заболевания, перечисленные мною, и не только эти, и более редкие заболевания, и мы можем вести в пределах республики. Потому что для ряда заболеваний как таковой специфической терапии и не разработано. Проводится терапия симптоматическая. Это не составит труда провести ни в одной, ни в Абхазии, ни в России. То есть они аналогичны. Идентичные подходы будут к лечению. Когда речь идет о каком-то препарате дорогостоящем, опять же, в абсолютном большинстве случаев Министерство здравоохранения идет навстречу. Мы обращаемся с грамотно оформленной документацией в Минздрав, и Минздрав идет навстречу. Закупают препараты. Есть пациенты, которые на постоянной основе получают препараты именно через Министерство здравоохранения и Абхазфармацию. Но это скорее более редкие случаи, когда требуется весьма дорогостоящий и труднодоступный препарат. В более рядовых случаях мы обходимся своими силами. Да, они могут поехать на консультации, они могут поехать на дообследование, но чаще всего не возвращаются к нам. Есть те пациенты, которые предпочитают, чтобы их наблюдали другие врачи за пределами республики, потому что все равно у нас очень такой менталитет. Вот семья больная, там, в роду какие-то болезни. Чтобы этого не было, они все-таки хотят оградить свою семью, своих родственников от влияния окружения. Поэтому иногда они выбирают врачей за пределами страны. Ну, разве болеть это стыдно? Я тоже не понимаю этого, потому что болезнь человек не выбирает. К сожалению, болезнь — то, с чем он сталкивается, и когда он остается один на один с этой болезнью, это очень тяжело. Почему пациенты с такими болезнями привязаны к врачам? Потому что это врач, это тот человек, который его поймет и примет, и всегда поможет. И никогда не будет осуждать и говорить, что ты не такой, ты абсолютно больной, ты как бы отброс, как белая воронья. Врач точно не будет к нему относиться. Эти пациенты нужна психологическая помощь чаще всего, потому что с другими осложнениями можно справиться, а вот лечить душу — это достаточно тяжело. Конечно же, выявление болезни на ранней стадии позволит существенно улучшить качество жизни человека. Поэтому врачи настоятельно рекомендуют не игнорировать сигналы, которые подает организм, и регулярно посещать своего врача. Обезопасить, предотвратить развитие, к примеру, генетически детерминированного заболевания или аутоиммунного мы не в состоянии. Однако все же я всегда твержу об этом, своевременная обращаемость улучшает качество жизни пациента. Поэтому призываю быть бдительными, а мы, в свою очередь, всегда встанем рядом. И то, что зависит от медицинского персонала, должно быть выполнено на самом высоком уровне. Знаете, посоветовала, что не скрывать заболевания от врача, по крайней мере, если какие-то заболевания есть в роду, если какая-то есть микросимптоматика. Очень часто мы упускаем время, потому что они не вовремя обратились, допустим, да, и тогда наступают необратимые осложнения. Поэтому доверьтесь врачу, которому вы доверяете. Вот, грубо так, это тавтология. Но если вы доверяете врачу, у вас с ним состоится диалог, вы можете рассказать ему все, что вас беспокоит. Потому что под маркой многих, знаете, психотических расстройств, вот возвращаясь к генетическим болезням или аутоиммунным, скрывается много заболеваний. Они стесняются. Лучше пусть состоится диалог с врачом, которому вы доверяете, для того, чтобы он реально помог вашему родственнику. Можете не сказать соседям, родственникам, но врачу вы обязаны говорить о том, какая симптоматика, как долго он болеет, что вас смущает в течение данного заболевания. И есть ли в роду какие-то заболевания, с чего оно началось. То есть диалог с врачом должен быть откровенный. К сожалению, наука не может дать всеобъемлющие ответы на вопросы, касающиеся редких заболеваний. Поэтому так важно вести здоровый образ жизни и контролировать любые изменения в своем организме. Сегодняшним выпуском программы «Пациент» хотелось бы поддержать людей, у которых редкое заболевание. Жить с таким диагнозом совсем нелегко. Хочется пожелать вам бодрости духа, терпения и, конечно же, выздоровления. Я прощаюсь с вами. До новых встреч!